Экономика в поисках несырьевого пути. Майский указ президента России обозначил траекторию развития страны на ближайшие 6 лет, равно как и задал новые ориентиры в области развития экспорта. О том, как калмыцкие предприниматели подстраиваются под нынешние изменения и каких успехов достигли на международном уровне, узнавала моя коллега Джиргала Хичиева. Калмык-Вул – ведущий экспортер степного региона, занимающийся продажей всех видов шерсти, в том числе и полугрубой. Компания существует свыше 2 лет, и за это время предприятие смогло подписать контракты на поставку продукции сразу с несколькими странами. Тонны высококачественного руна в мытом и немытом виде, а также различные виды топса были отправлены зарубежным партнерам, а калмыцкий бренд был представлен на крупнейшем международном маркетплейсе. Мы сегодня очень активно торгуем с белорусскими коллегами. Наверняка на сегодня это одна из самых благоприятных стран для экспорта. Также мы продолжаем наращивать портфель партнеров на внутристрановом рынке. Мы работаем в рублевой зоне по доступному и понятному принципу торговли шерстью и продуктами производства шерсти. К центру подготовки шерсти степной столицы то и дело поступают грузовые фуры с калмыцким руном. Здесь же продукцию классифицируют, прессуют и кипуют, доводят до необходимого вида в зависимости от заказчика. Затем формируют лоты для отправки, каждый из которых имеет сертификаты качества товара. Соблюдение всех технологических и международных требований по продаже широкого ассортимента руна, постоянное внедрение современных мировых технологий по тестированию продукции в соответствии с международными стандартами – все это, безусловно, влияет на то, что зарубежные страны видят компании ответственного поставщика калмыцкой шерсти. В этом году качество шерсти получше. И по длине шерсти, вот если взять штапель посмотреть, да, и по проценту выхода, и нет у нее голодной тонины. Ну, в общем, лучше, чем в прошлом году. Но это связано с тем, что был благоприятный год по кормам. Отмечу, что в Калмыкии производится более 10% всей российской шерсти и 44% Южного федерального округа. Выход же на международный уровень не только дает предпринимателям новые перспективы, но и позволяет ощутить на себе все сложности процесса экспорта. Найти покупателя сырья на международной арене, наладить логистику поставки, преодолеть все таможенные условия – это лишь некоторые трудности, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. В Калмыкии центры «Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта оказывают всестороннюю поддержку тем, кто готов выйти на международные рынки ближнего и дальнего зарубежья. Для того, чтобы начать экспортировать, прежде всего нужны знания. Прежде всего нужно почитать информацию в интернете, не бояться задавать вопросы опытным экспортерам. Можно воспользоваться услугами различных государственных организаций, которые направлены на это дело. Можно посетить различные обучающие мероприятия, которые проводят на различных уровнях. Выход местного бизнеса на международные рынки имеет серьезное значение для экономического развития региона. Экспорт – одна из самых важных его составляющих, особенно сегодня, когда некоторые страны отказываются от сотрудничества с Россией в ущерб себе. Джиргал Даваев воспринял это как новый вызов. Поиск других рынков сбыта, налаживание новых связей – все это только укрепит его предприятие и расширит географию поставки калмыцкого руна. Джиргала Хичиева, Анатолий Кожанбаев, информационная программа «День Республики».